Здравствуйте, с вами журналист Олег Жилнин и передача «Другие новости». Мы отметили Великий День Победы. Этот праздник останется у нас в душе навечно. В историческом парке «Россия. Моя история» в честь великого праздника открылась выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Выставка, которая посвящена истории отечественной медицины, и особая роль, конечно, отводится к подвигу медиков, посвященным Великой Отечественной войне. Это нужно и это очень актуально, потому что мы понимаем, что мы, во-первых, воспитываем молодое поколение наших коллег, ну и, собственно, сами тоже должны помнить все. Я хочу выразить огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и поздравить с таким великим священным праздником для нашего народа, для всех поколений россиян с Днем Великой Победы. Выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» создана нашими коллегами из города Екатеринбурга. Героизм, профессионализм наших медиков сыграл огромную роль в годы войны. В нашей республике сегодня здравствует 7 участников Великой Отечественной войны. И хотелось бы их поздравить с Днем Великой Победы, чтобы они как можно дольше были с нами, чтобы они передавали свой опыт жизненный подрастающему поколению, потому что вот из этого строится наша история, историческая память. И еще раз приглашаем всех к нам в гости. Действительно, посетите эту выставку. А в Дни Великой Победы в историческом парке «Россия. Моя история» прошла презентация этноатласа Республики Саха-Якутия. Этноатлас – это не только красочное издание, да, там собрана очень большая информация, которая как раз создавалась в том числе учеными, этнографами, которые прекрасно владеют этой темой. Информация написана доступным языком. Я думаю, она будет полезна не только для тех, кто интересуется историей этнографии нашей республики, но в целом для широкого круга читателей, в том числе и для школьников. Я думаю, будет очень полезно знать, какие традиции, какие обычаи, какие ценности несут 135 народов и национальностей, проживающих в нашей республике. Россия сильна своим многообразием, Россия сильна своими народами, что любая победа, любое достижение, успехи нашей страны, нашей республики связаны прежде всего с единством многонационального народа нашей страны. Цель мероприятия – это у нас организация экспедиции Махтал-Моос-2. В этом году мы проводили. В прошлом году мы делали экспедицию Махтал-Моос-1. Были результаты этой экспедиции, различные палеонтологические находки, геологические подъемы. То есть цель экспедиции была это изучение реки Индигирка, подводной ее части в арктической зоне в условиях крайнего севера при подводных погружениях до глубин 20 метров. Температура воды доходила до минус 2 градусов. В прошлом году мы сдали в музей Алаиховского улуса имени Лебедева палеонтологические находки. В этом году то же самое сделали. Много разных подняли костей, бивни мамонта. Я думаю, что в дальнейшем мы планируем на будущий год совместно какие-то экспедиции провести, может быть, кого-то подключить из студентов, может быть, Российская академия наук. И осветим, конечно, для русской Арктики, вот этой вот части такого региона, где трудные условия, чтобы это было всем не только интерес
проявлять, но чтобы это практическое применение нашло и создало, возможно, рабочие места, как-то улучшило жизнь населения в том числе. Приехали ребята на нашу славную Индигирку. Я так понял, для них это впервые попасть в такие мероприятия. Я здесь с 2008 года ныряю, то есть для нас это как бы обыденность с одной стороны, да? С другой стороны тоже есть свой интерес. Показана непосредственно работа, показано, да, погружение. В принципе, довольны, но мы упираемся на то, что это главная реклама нашего края, реклама погружения. О нашем крае будут узнавать больше. Это нам на руку. Здравствуйте, туристы. Значит, у нас в крае, в республике история есть на поверхности, есть еще и подземная, есть и подводная. Почему бы не приобщиться к именно подводной археологии, заняться изучением нашего подводного мира, не обязательно в крайнем севере, тут достаточно уже и окружности Якутии, Якутска. Поэтому приглашаем всех на увлекательные погружения, занятия подводным спортом, дайвингом в республике Якутия. Медиацентр «История» и «Мы» приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, фотографа и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5. Якутские энергетики вводят новые регламенты. Об этом поговорили с энергетиками садоводы в окружной администрации города Якутска. В окружной администрации города Якутска прошло совещание с участием энергетиков, представителей мэрии и садоводческих товариществ по обращению Якутского отделения Союза садоводов России. По нашему обращению, из-за того, что в принципе мы принимали определенные протокольные решения, что департамент ЖКХ очень плохо работает и не помогает населению. За счет этого мы провели это совещание, это пробное. Обсуждались новые регламенты энергоснабжающей организации Якутскэнерго. В частности, передача с 1 апреля статуса гарантирующего поставщика ПАО «Якутскэнергосбыт». Мы передали статус гарантирующего поставщика в ПАО ДЭК «Якутскэнергосбыт». Более мы не оказываем услуги для конечного потребителя, мы оказываем услуги только по передаче электрической энергии по сетям ПАО «Якутскэнерго». У нас, скажем так, механизм принятия сетей СОТ на баланс несколько изменился. Сейчас необходимо со стороны председателя СОТ подать заявку на передачу сетей СОТ на баланс Якутскэнерго. Согласно этой заявке мы уже дальше начинаем отрабатывать в соответствии с регламентом, соответственно заходим на обследование, смотрим, сколько земельных участков, сколько потребителей, смотрим, сколько потребителей из этого СОТ переведены на прямые договоры, то есть у кого заключен лицевой счет с ПАО ДЭК, кто является плательщиком СОТа. Передача сетей СОТ означает, что сети СОТ станут собственностью Якутскэнерго, и каждый потребитель СОТа должен иметь лицевой счет и оплачивать напрямую в Якутскэнерго. Перед передачей сетей СОТ в собственность ПАО Якутскэнерго нужно каждому потребителю СОТа перейти на прямой договор. Вопрос, если лицевые счета, это ситуация практически у всех, и переход будут писать практически все СОТы, постепенно, как это сложится, как это будет все происходить? Платно это будет, бесплатно это будет? А у нас лицевые счета открыты. Надо смотреть внутренние регламенты, насколько мы взимаем плату, либо не взимаем, если уже подключение совершено. Сразу оговорю, что подключение было совершено не нами и не к сетям Якутскэнерго, это подключение осуществлял СОТ к сетям СОТ, то есть нашего техпресса по факту не было. Лицевые счета, да. Это я понимаю, для Якутскэнерго это будет однозначно первоначальный техпресс. Выяснилось, что ранее открытые в Якутскэнергосбыте лицевые счета являются собственностью компаний-посредников, которые обслуживали энергосети садоводческих товариществ. Теперь, с решением ПАО «Якутскэнерго» прекратить с ними сотрудничество, эти компании больше не оказывают услуги, однако лицевые счета и задолженности садоводов за ними остались. Мы открыли у себя в своей программе лицевые счета, для того, чтобы вести учет, делать начисления, и потребители оплачивали в наших кассах через наше приложение, для удобства клиентов.
ваших? По задолженности перед ресурсниками по СНТ хочу сказать, что на текущую дату перед ПАО ДЭК задолженность всех СНТ составляет в размере 5 миллионов 600 тысяч рублей. Да, среди них я не буду называть СНТ, по которым имеется там задолженность с апреля 2025 года по буквально марта 2026 года. При этом задолженность есть перед ПАО «Якутскэнерго». За прошлый год, с января по март, там осталась задолженность в районе 2 миллионов рублей. Эта задолженность осталась, она не погашена. Депутат Якутской городской думы Александр Северьянов полагает, что ясность в сложившейся ситуации должны внести надзорные ведомства Якутии. У нас есть, получается, ПАО ДЭК, Якутэнерго, ООО и СНТ. То есть никто не может пояснить, почему тогда ООО собирает деньги. Лицевые счета собирает деньги и отношение, какое отношение? Почему деньги собирает одно предприятие, ООО, а отвечает СНТ за долги? Почему, непонятно. И никто не знает конкретно, какая сумма была собрана, какая сумма была оплачена, информация закрытая. То есть Якутэнерго и ПАО ДЭК не идет, потому что на встречу не говорят людям. На совещании мэрия Якутска объявила о проведении торгов по субсидиям для садоводческих товариществ на благоустройство. С 18 мая по 8 июня 20 календарных дней есть возможность подать заявку повторно на благоустройство. Для вопросов, если будут вопросы, есть контактный номер телефона, вот он, запишите, пожалуйста, 40 23 21. Можно позвонить, уточниться, подойти. Садоводы ожидают дальнейших встреч с энергетиками для решения накопившихся проблем. Это первое заседание между энергетиками и садоводами города Якутска. И есть надежда, что проблемы будут решаться. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.ТВ, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, фотографа и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. Подробности на сайте Округ ТВ. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи.